Айдарбек Исмаилович, у вас есть вопросы к обращающей стороне? Да, спасибо. Пожалуйста. Есть вопросы? Так, господин Тилек Алмазбекович, вы скажите, что понудило вас обратиться с таким ходатайством в Конституционный суд? Меня побудило, спасибо за вопрос, именно формулировка «деятельность, представляющая угрозу национальной безопасности». Если бы туда добавили одно предложение «деятельность, представляющая угрозу национальной безопасности, доказанной в судебном порядке», у меня бы не было вопросов. Тогда бы для меня было все понятно. Но исходя из вот этой формулировки создается правовая неопределенность. Еще вопрос. Спасибо. Еще один вопрос. Вам понятно, вот в вопросе гражданства есть понятие бипатрит. Вот вы приводите пример, который уехали родители в Россию, да, и там он получил гражданство и служит в Российской Федерации, и как дальше его судьба, да? Да. И вот бипатрит, вы понятно вам понятие бипатрит? Нет, можете объяснить. Когда лицо имеет двойное гражданство, Угу. у нас наше законодательство допускает, да? Да. И вот, возможно, он получил там гражданство и автоматически не был лишен гражданства Кыргызской Республики, да? Ну вот смотрите, по оспариваемой норме тут написано: если гражданин Кыргызской Республики, не являющийся гражданином Кыргызской Республики по рождению, приобретевший гражданство Кыргызской Республики в результате приема в гражданство Кыргызской Республики, осуществляет деятельность, представляющую угрозу национальной безопасности Кыргызской Республики, или состоит на действующей военной службе, службе в правоохранительных органах или органах специальных служб иностранного государства. Вот тут момент неопределенности. Вот получается как? Он гражданин двух государств, и он там условно проходит СВО. Он же призванный, получается. Он проходит военную службу. В связи с этим, что будет с гражданством его в Кыргызской Республике? Можно, да? Еще один вопрос. Да. У вас имеются случаи таких вот, когда прекращается приобретенное гражданство нашей республикой, указом президента, обратились в суд и дальше рассматривались этот вопрос. Имеется на практике у нас? Нет. Имеется. Спасибо. У вас нет вопросов, да? Уважаемые судьи, есть вопросы? Да, пожалуйста. У меня тоже пару вопросов. Да. Первый практически в продолжение того вопроса задано. Тилек Алмазбекович, вот вы в своем обращении ссылаетесь на часть 2 статьи 51, да, которая допускает возможность наличия у гражданина Кыргызской Республики гражданства другого государства. Да. Вместе с тем вы утверждаете, что оспариваемые слова могут привести к безгражданству, апатридизму. Вот здесь я хотела бы уточнить у вас, каким образом, по вашему мнению, указанные положения взаимосвязаны, и в чем именно вы усматриваете риск возникновения безгражданства? Потому что при наличии вот двойного гражданства. Но это только при наличии гражданства. Но бывают же случаи, когда гражданство только одно, и он отказывается от того гражданства. Тогда, если у него лишают наше гражданство, он, получается, становится апатридом. И второй вопрос. Заявленная цель внесенного изменения – это защита национальной безопасности. И вот, по вашему мнению, законодатель не раскрыл содержание этих слов, не установил конкретные критерии оценки действующих, соответствующих действий. И в связи с этим поясните, какие именно, по вашему мнению, правовые механизмы и процедуры были быть разработаны законодателем в части соответствия именно внесенных изменений и Конституции Кыргызской Республики? Ну, вот, во-первых, как мною было уже сказано, это самое главное, чтобы в формулировку внесли дополнение, доказанную в судебном порядке. А по норме этого закона, получается, я не буду говорить за всех, я буду говорить за себя. Я не понимаю, какой надзорный орган,
Как это будет происходить, лишение гражданства? Это будет через суд происходить, но если это через суд будет происходить, тогда надо было внести это сразу сюда. А кто будет надзирать, кто будет докладывать? Доказанное в судебном порядке, вы имеете в виду чье решение? Какого государственного органа? В смысле? Вот его обвинили. Ему Кто его предъявили, обвинил? Кто вот предъявил? национальная, вот он угроза национальной безопасности. Вы говорите, он должен это доказывать в судебном порядке. Ну да, Так? получается Вы же... эту процедуру имеете в виду? Да. Спасибо. Еще вопросы? Нет? У меня к вам тогда будет вопрос. Ну, вы сказали, что доказанное в судебном порядке. Как вы это вообще представляете? Или вы полагаете как бы возможным вот, сформулировать все формы или все виды, да, скажем, угроз национальной безопасности в законе? То есть привести какой-то закрытый перечень, да? Потому Да. что же понятно, мы же не можем там сказать и так далее, да? Да. Так, вот как вы вот, вообще рассматриваете с этой точки зрения, да? Возможно ли сформулировать все возможные угрозы, да, все возможные виды угроз национальной безопасности, сформулировать в законе? Ну вот, я предлагаю внести четкие конкретные определения. Например, перечислить действия, которые могут быть квалифицированы как угроза. Это, например, должно включать только подтвержденные факты, Видите, вы такие сами как говорите. терроризм. Видите, вы опять же говорите, например, да, например, то есть вы как бы даете уже какие-то вот в том числе, да, типа, или вот и так далее, да, то есть в любом случае это не решение проблемы с точки зрения, как вы думаете вообще, возможно ли сформулировать вообще, сформулировать? Ну, я же вам говорю, такие действия, как терроризм можно прописать, шпионаж или требовать наличия доказательств. Не, вы вообще рассматривали данную проблему с точки зрения самого закона о национальной безопасности? Вы изучали этот закон? Да. Да? Но есть же подтвержденные данные, на которые можно ссылаться. Ну, в целом, да, секунду, да, вот смотрите, да, в самом законе, в общем-то, дается, на мой взгляд, довольно такое ясное определение, что является вообще угрозой национальной безопасности. Это совокупность условий и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. Реальная потенциальная угроза объектам национальной безопасности, исходящая из внутренних и внешних источников опасности, определяет содержание деятельности по обеспечению и внутренней и внешней безопасности. На мой взгляд, это права неопределенных. Хорошо. Нет, вы считаете возможным, вот вы ответьте на мой вопрос. Да, Вообще я считаю возможно, возможным. как вы говорите, вот вы сказали, терроризм, да, например, да? Да. Ну и ряд перечень. Да. Тем самым возможно охватить все виды вообще возможных угроз национальной безопасности. Вот на сегодняшний день, с учетом вот сегодняшних реалий, да, открытости мира, который открывается все больше и больше, да, так скажем, да, и вот с этой точки зрения, как вы рассматриваете? Возможно ли вот на самом деле, чтобы оно включало вот все формы угроз? Потому что там возникает опасность того, что вот чего-то там не окажется в этом перечне, который утвердит законодатель, к примеру, да? На мой взгляд, ну, так можно и рассуждать про любое ограничение. Нет, здесь речь идет именно о том, что или зависит от чего? Или от механизмов, которые будут как раз-таки раскрывать эти факторы, да? Вы как сами считаете вообще, что это возможно, да? Я считаю, что это возможно. Да? Ну все, я вас услышал. Да, пожалуйста, вопрос. Тлек Алмазбекович, скажите, пожалуйста, все-таки, как Эмиль Джолович сказал,
оспариваемую норму надо смотреть в системной связи с законом о национальной безопасности. И Эмиль Джелош перечислил так называемую угрозу национальной безопасности. И в то же время в той же другой статье к основным объектам национальной безопасности законодатель отнес следующее. Это личность, ее права и свободы, общество, его материальные и духовные ценности. Государство, если это его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. Вы полагаете, вот эти объекты национальной безопасности недостаточны для того, чтобы определить, что это на самом деле является угрозой? И усмотрение тех же лиц, которые принимают решения по вопросу лишения или утраты гражданства, вот этих перечисленных основных объектов национальной безопасности недостаточно. Я считаю, что недостаточно, потому что они так размыты, что подразумевается под личностью. Я этого тоже до конца не понимаю, потому что есть правовая определенность? Это же фундаментальный принцип права. Должно быть все четко, логично и ясно. Тут это отсутствует, на мой взгляд. Ваша позиция понятна? Присаживайтесь.